Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы подводим итоги года добровольчества и волонтерства, которым был объявлен уже уходящий 18-й год. Волонтеры Якутии считаются одними из лучших в России. Это факт, и доказывает это масса теплых отзывов и благодарственных писем практически с каждого мероприятия. Сегодня в нашей студии я рада вам представить Анастасию Габушеву, главного специалиста отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, и специалиста автономной некоммерческой организации Центра по работе с волонтерством Республики Марию Анисимову. Доброе утро, девушки. Ну, мы подводим итоги. Каким запомнится этот год, какая проделана работа? Ну, действительно, у нас в Якутии, как и по всей России, проделана очень большая, насыщенная, плодотворная работа. У нас подключились и все муниципальные образования к году добровольца, да? И самым главным документом, который мы приняли в начале этого года, это, конечно же, был наш план, республиканский план проведения года добровольца в Республике Саха-Якутия. Непосредственно по этому плану мы идем. Год до конца еще не завершился, у нас есть еще целых 1,5 месяца для добрых дел, да? Да. И главным, конечно, нашим проектом в год добровольца это была акция «Дни единых действий. Республика добра». Суть данной акции является то, что любая организация, будь она государственной, некоммерческой, будь это добровольческая организация или же муниципальное образование, образовательное учреждение, проводят каждый месяц 5 числа социально значимые мероприятия. И в этом же, в нашем плане конкретно были указаны тематики. Это, например, в марте месяце, к 8 марта приуроченная помощь волонтерами многодетным матерям. В феврале месяце это помощь отцам-одиночкам, например. И так далее. Каждый месяц, каждое 5 число были проведены очень большое количество различных социальных, волонтерских именно мероприятий. И он у нас символично завершится 5 декабря. А 5 декабря президентом России в этом году, то есть в прошлом году был объявлен Днем добровольца в России. Ну и также международный. Очень символично, да, закончится. Мария, на сегодняшний день сколько волонтеров числится в Центре по работе с волонтерами? В центре у нас нету вот такой вот системы, чтобы прям записывать и были постоянно. Но у нас есть волонтеры, которые постоянно, активно у нас участвуют. Их около 100 человек. Это постоянно они записываются и на социальную помощь, и на спортивные мероприятия, и на такие масштабные событийные тоже. Нам известно, что у центра также много подразделений имеется, да, по всей республике? Ну, таковых подразделений нету, но мы консультируем в районах создание добровольческих движений, помогаем им с материальной, образовательном плане, как именно, да, создавать, и методическом плане. Так, такой реестр у нас ведется на федеральной именно площадке добровольцы России.рф. И любой желающий, да, любой профессии может записаться там в качестве волонтеров, где у нас там непосредственно регистрируется мероприятие, где нужна помощь. Ну, не только мероприятие, да, и любой другой человек, благополучатель, да, которому нужна помощь, он также может зарегистрироваться там, указать то, что ему нужна помощь волонтеров, непосредственно указать функционал работы, и там уже, если ребята отзовутся, непосредственно получить именно добровольческую помощь. Сейчас у нас по промежуточным отчетам в Якутии, как мы все знаем, делится на стихийное волонтерство и на организованное, да? Стихийное волонтерство, любой человек, наверное, добрые поступки совершает у себя, в своей жизни, да, обыденной. И это также можно считать волонтерством. Поэтому сейчас у нас на данный момент более 165 тысяч человек в этом году занимались волонтерской деятельностью. Что ж, уважаемые девушки, Мария, Анастасия, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром и приняли участие в нашей программе. Мы желаем вам успехов обязательно, чтобы волонтеров становилось только больше в нашей республике.